Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 23 октября 2020 года. Пятница. Посмотрим, какой будет день. Девятка трефовая, как карта дня, что будет помогать. Восьмерка трефовая, что будет мешать. Король червовый. День сегодня обещает быть довольно-таки сложным, трудным. Скорее всего, придется отстаивать свои позиции. Скорее всего, нужно 10 раз подумать, прежде чем тратить какую-то сумму денег или давать в долг, или еще как-то какая-то ситуация, связанная с деньгами, да, ее вот нужно просчитать заранее, чтобы не было потерь. Особенно если вы вкладываете куда-то деньги, вот нужно быть особенно осторожными. И карта говорит о том, что сегодня нельзя близко кого-то к себе подпускать, то есть доверительные какие-то беседы вести, да, вот нужно какое-то время для себя, время на подумать, время на то, чтобы заняться делами, и как можно меньше сегодня нужно открывать душу и говорить то, что накопилось, допустим, да, или то, что там на сердце и так далее. То есть сегодня день лучше посвятить работе, какому-то анализу, сконцентрироваться на чем-то. Также карта говорит о том, что с нами люди сегодня могут вести себя вот так немножко холодно, и не нужно думать, что в этом есть что-то там угрожающее, или этот человек плохо к нам относится. Нет, просто сегодня день такой, когда требуется, знаете, какая-то сухость, немножко, может быть, прохладные такие отношения. Это нормально. Также сегодня день каких-то перемен, очень много мелочей, которые как бы меняются в нашей жизни, и поэтому как-то трудно собраться, трудно расслабиться. И вот, может быть, как раз из-за этого такое состояние. Также здесь могут быть какие-то неожиданные предложения, которые просто, вот не знаешь, принять или отказаться. Также много работы, очень сложные могут быть какие-то процессы производственные. Может быть сложности в команде, в работе с командой, да, с теми, с кем вот мы сотрудничаем во время нашей деятельности. И также карта усталости, раздражения, может быть, даже растерянности иногда, да, вот есть такое, что мы переработали, потратили много энергии, видимо, пятница, поэтому уже такое состояние. Ну и вообще сложный день довольно-таки. Самое главное сегодня не допускать какого-то разрушительного поведения или не разочаровываться, не отчаиваться, не впадать, в общем, в такие отрицательные эмоции. Тогда все будет в порядке. Так, что еще важно? Сегодня может быть какой-то диагноз будет поставлен верный, да, и, может быть, это вас выбьет из колеи, да, но на самом деле это все к лучшему. То есть это карта, которая говорит о том, что прежде чем получить что-то хорошее, всегда у нас период сложностей, трудностей. Вот это как сигнал, что все будет хорошо. А также сегодня мы можем покупать какие-то вещи, знаете, очень такие практичные, которые будут долго служить. Так, что еще? Часы. Кстати, по недвижимости тоже хорошая карта, но там как бы много хлопот, но результат положительный. Так, что еще здесь может быть? Контроль плана, цель, время. Вот это все должно сегодня быть. Ну и также может быть какой-то вопрос нашего статуса будет решаться. Может быть повышение, может даже для кого-то понижение, порицание какое-то по работе. Да? В общем, наш статус здесь вот может меняться в течение дня. Ну и, знаете, карта, когда мы выполняем какие-то обязательства. Что будет помогать? Восьмерка трефовая. Будет помогать, если мы не действуем в лоб, если мы не стараемся вот надавить, продавить ситуацию, на человека как-то подействовать, повлиять. В общем, здесь нужно как-то терпеливыми быть, научиться, может быть, ждать,
может быть, даже откладывать какие-то вещи, которые можно отложить, и с людьми быть как можно осторожнее, мягче. Да, держать их на расстоянии, но в конфликты не вступать сегодня, иначе может быть, как бы, знаете, можно врагов себе сегодня заработать, если вот поддаться вот этому настроению. Еще важно, что сегодня может быть какая-то неопределенность. Вот и так вроде бы сложно, и так много мелочей, суета, перемены. Еще и какая-то ситуация неопределенная. Что завтра ждать, непонятно. Вот это тоже как бы добавляет, ну, как бы свою ложку дегтя, да. И, знаете, не надо сегодня на это обращать внимание. Это просто один день такой, и все. То есть, ну, мелочи как-то стоит попроще к этому относиться. День закончится, и дальше выходные будут, дальше будет другой день, все будет хорошо, все наладится. А чего не стоит делать, это жаловаться. Жаловаться близким, жаловаться тем, кто к нам хорошо относится, да, вот чтобы посочувствовали как-то, помогли и так далее. Не нужно просить денег, не нужно просить помощи, не нужно жаловаться. Вот это самое главное. И нежелательно сегодня, чтобы в дела недвижимости ваши, да, вот какой-то другой человек вмешивался. Ну, допустим, кто-то вам предлагает продать недвижимость. Вот вы, допустим, сами хотели, да, а сегодня вот прям кто-то набивается. Не нужно сегодня заключать никаких соглашений. Или еще какого-то рода вот такие помощники, посредники, они вот сегодня только, ну, как бы навредят. Может, не сегодня, а просто впоследствии может быть какая-нибудь ситуация, которая, ну, навредит, скажем так. Лучше сегодня не принимать решения, связанные с недвижимостью, вот в этом плане, да, когда кто-то хочет нам помочь. Отношения для тех, кто в поиске партнера, восьмерка червовая. Но карта говорит о том, что сегодня, скорее всего, захочется быть либо дома, да, не выходить никуда, либо, может быть, сегодня настроение будет такое, когда не хочется никого видеть. Или, может быть, если у вас вечером какой-то ужин, допустим, приглашаете кого-то, да, то, может быть, прям кто-то из гостей к вам в дом придет, и это может быть приятное знакомство какое-то. Может быть, это знакомые ваших там друзей или родственников. Для тех, у кого уже есть пара, выпадает карта Джокер. Но здесь карта вот как раз неопределенности, карта, когда не нужно принимать никаких решительных шагов, а нужно как-то все стараться обдумывать, очень осторожно подходить к отношениям, потому что сегодня можно и улучшить отношения очень значительно, да, как неожиданная такая ситуация произойдет, когда вот все будет вам на руку, да, то есть улучшатся отношения, больше будет чувств, может быть какой-то подарок, вот что-то хорошее может произойти, но в то же время может произойти и плохое. Все зависит от того, как вы себя настроите сегодня, и особенно осторожно вот в отношениях, потому что то, что сегодня мы натворим, будет сложно исправить. Вот, а Джокер, он у нас вообще такой любит поговорить, любит лишнее сказать, да, вот лучше не надо сегодня. Сегодня вот молчание золота. Для тех, кто в ссоре, семерка бубновая, но здесь карта говорит о том, что, скорее всего, ваша вот ссора, раздор, он будет лишь только увеличиваться сегодня, поэтому лучше не общаться сегодня на эту тему вот с желанием помириться. Работа. Для тех, кто в поиске работы, девятка пиковая, но здесь пока что стабильно все, да, без изменений. Это для тех, кто только начинает искать. А для тех, кто давно ищет работу, вот как раз вы можете найти работу со стабильным заработком. И может быть даже довольно-таки неожиданно, может быть уже отчаялись. Так, для тех, кто уже работает, туз пиковый. Но карта говорит о том, что вот могут быть какие-то неприятные склоки, ссоры, выяснение отношений, эмоции какие-то излишние на работе, как в коллективе, так и с другими людьми. Опять же, призыв не обращать внимания и вот продержаться этот день. А для тех, кто своим делом занят, десятка пиковая, у вас здесь перемены какие-то. Перемены, которые надолго.
Возможно, это новый формат бизнеса, возможно, это перемена места, да, где вы работаете. Возможно, здесь и предложения какие-то хорошие. Вот, может быть, это объединение с кем-то, может быть, это новый партнер, может быть, это как бы новый финансовый план у вас, да, вы начинаете его здесь осуществлять. Но в любом случае здесь какая-то перемена большая. Может быть, кстати, поездка по делам тоже. Финансы. Для тех, кто на зарплате, десятка бубновая, это деньги. Вы можете получить завтра деньги. А для тех, кто своим делом зарабатывает, семерка червовая, тоже здесь может быть какой-то рост в финансах, а может быть деньги приходят в семью, то есть не лично вы зарабатываете, а кто-то из семьи тоже. Так, теперь здоровье. Здоровье валет бубновый. Сегодня осторожнее с острыми предметами, с ножами. Будьте осторожны за рулем, не превышайте скорость и следите за тем, кому садитесь за руль, да, чтобы человек вел себя адекватно. Также может быть ситуация, когда обострится какое-то заболевание. Вот день, конечно, очень такой трудненький. По итогу дня что нас ждет? Шестерка бубновая, но все будет хорошо. Это у нас карта положительных результатов. Это карта счастливого окончания и надежд новых и новых возможностей. В общем, в принципе, вот несмотря на то, что сегодня столько хаоса, да, вот в конце дня мы будем чувствовать удовлетворение или, возможно, что-то произойдет, что нас порадует, успокоит. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.